Данный комплекс был построен начиная с 2003 года. Мэрия предложила нам разбитые конюшни для того, чтобы мы их восстановили, приняли, привлекли инвестиции и начали, развивать классические виды спорта, национальные, и заниматься воспроизводством чистокровных лошадей. Мы привлекли инвестиции, построили, как вы видите, подстанцию, склады, обновили конюшню. И акт ввода в эксплуатацию был, подписан самим мэром Керимкуловым в свое время и заместителем акима Ленинского района Камчик Кадыршаевичем Ташиевым. Вот эта территория, нашего комплекса начинается. Мы возвели вот этот фуражный склад, отремонтировали конюшню, установили свою подстанцию, благоустроили, и посадили зеленые насаждения по всему периметру практически на каждый метр. Затем мы сделали, сейчас, конечно, он плохо выглядит, специальный бассейн для тренинга лошадей. Подавалась вода, устанавливался, кто-то в середине, и лошадь гонялась здесь в воде в разных режимах. Это должна была бы быть вторая конноспортивная школа в истории Киргизстана, потому что, для сравнения скажу, в Узбекистане их 100. У нас одна практически конноспортивная школа по классическим видам, и то приходится бороться на этапах Кубка мира. Здесь в течение, 50 лет была свалка. Это было место практически, замусоренное. Мы на пустыре совершенно создали новый комплекс. Мэрия нам отвела только земельный участок, и в кадастре мы купили разбитую конюшню, которую реконструировали и построили. Уникальная вещь, которая была создана, можно сказать, единственная в Центральной Азии, это шпрингартен. Это такой инструмент, когда лошадь загоняется вовнутрь, устанавливаются препятствия, и лошадь напрыгивается там на свободе. До 2013 года вдруг возникают трения административного порядка между Минсельхозом, мэрией и другими, которые нас не касались. В 2017 году Межрайонный суд Бишкека выносит решение о том, что купля-продажи, договоры все нелегальны и все сделки ничтожны. И нам предлагается практически покинуть эту территорию без возмещения. То есть, все труды, затраты, они шли без компенсации. Это касается не только меня, но и других коневладельцев и владельцев конюшен, которые дополнительно что-то строили. И все это время люди занимались коневодством и, разведением лошадей. Судом изымается право собственности на землю, и считает, что имущество тоже принадлежит мэрии. Мэрия в порядке выселения сейчас отрезала воду, свет, лишила таким образом воды 400 племенных лошадей. Имущество, базируясь только на решении суда и постановлении Совета министров 1995 года 460, считает, что это имущество может перейти мэрии без компенсации, а нас выселить. И подаются иски о выселении. И это касается не только нас. Да, администрация ипподрома направляет, иск о выселении, который после долгих, тяжб судом не принимается. Потом подает мэрия, тоже суд о выселении, на выселение. И судья Ленинского района Джумабаева выносит определение об оставлении иска без рассмотрения. Дело в чем? Что действие самой мэрии по изъятию собственности квалифицируется по признакам предварительного сговора с целью изъятия чужого имущества с последующей его перепродажей. Потому что объявлен сейчас тендер, причем, не предусматриваются средства на возмещение затрат, убытков, утраченной прибыли и всего, того, что мы понесли
в ходе, значит, оценка вот этого комплекса где-то около $2 миллионов. Такие же суммы затратили и другие коневладельцы. Сейчас весь ипподром стоит под угрозой заболевания массового племенных лошадей. Это грозит им падежом. Дело в том, что племенная лошадь, некоторые завезенные 8-й конюшни, значит, импортные лошади с Франции, они могут просто погибнуть от голода и безводицы. Эти лошади, они защищают честь Киргизстана на дорожках, значит, Узбекистана, Казахстана. Они, значит, выигрывают призы. Теперь относительно нашего уважаемого президента. Они год тому назад изучали состояние ипподрома, и он 3 раза спрашивал, есть ли проблемы, особенно по имущественным вопросам. Ему говорили, нет, вопросов нет, мы все суды повыигрывали, все вопросы решены, но они вводили в заблуждение или, просто говоря, обманывали президента, потому что эти проблемы есть. И на скачках люди говорят уже мне, что президент обещал, что переезд, выселение или перемещение, поголовья вместе с фуражом, людьми и всем остальным на новый ипподром будет после его строительства. Но опять слова, они повисли в воздухе. Вы видите, что нас выселяют, обрезают, понимаете, свет, воду. Дорогие руководители, в дни священного Рамадана мы вспоминаем кадры, с волнением смотрели, когда вы посещали Мекку. В Коране, в суре 100, указано, что люди, которые занимаются разведением и ухаживанием за лошадьми, заслуживают благодарности на том и на этом свете. Лошадь – это не скотина. Это иногда больше, чем человек. Я прошу учесть эти вещи.